Старшеклассники из Луганской Народной Республики окончат школу в Елабуге. В Татарстан приехали 50 будущих выпускников из городов, которые восстанавливает наша республика, из Лисичанска и Рубежное. Для подростков специально разработана программа, позволяющая адаптироваться к новым условиям жизни вдали от родителей и дома. Впереди у старшеклассников подготовка к сдаче ЕГЭ и поступление в российские вузы. Опыт работы с выпускниками школ из ЛНР у Татарстана уже имеется. Год назад одну из местных школ в Елабуге с успехом окончили 47 жителей Лисичанска и 5 из Рубежного. Многие поступили в Елабужский институт КФУ и сегодня продолжают обучение в Татарстане. О чем мечтают ребята в новой жизни в репортаже Алины Сулеймановой. Привет родителям из снежного Татарстана. Самая важная новость, которую ждали десятки семей в городах Лисичанск и Рубежное. Отправляя своих детей в нашу республику, близкие желали им не только отличной учебы, но и будущих побед над всеми обстоятельствами, с которыми в жизни приходилось сталкиваться и 17-летней Маргарите, и ее сверстникам. Мама сидела возле окна, на кухне. И когда пролетел осколок, она отвернулась, у нее осколок пролетел по щеке, как царапинка. И можно так считать, этот осколок мог и меня убить. Украинцы. Это с соседнего района стреляли. Тут недалеко было слышно, было выхлоп и прилет сразу же. Эти дети историю своей страны изучали не за школьной партой. Россия – это лучшая страна вообще во всем мире. Для меня это ценность. Просто так. Принимая решение стать гражданами Российской Федерации, каждый из ребят был поставлен самой жизнью перед выбором. И так же, как и их близкие, свой выбор они основывали на личном жизненном опыте. Когда мы однозначно увидели, что нет, нам не надо эта страна, которая нас обстреливает. Мы сказали, все, мы остаемся в России, все, мы не поедем никуда, только Россия, и все. Данилу 17, и он тоже рассуждает по-взрослому. Ты просто живешь, просто понимаешь, я хочу жить. Ты слушаешь эти обстрелы и думаешь, зачем мне все это? Я просто хочу выжить, я не хочу ничего просто. Ты думаешь, а что будет завтра? Неважно, я живу сегодня и сейчас, это уже хорошо. В общеобразовательной школе Елабужского института КФУ, где ближайшие полгода предстоит учиться детям из Лисичанска и Рубежное, первый урок обществознания. Обществознание, Ребята активно вспоминают, что изучали. А это уже из новейшей истории. Открываем информационную ленту. Оставляя Лисичанск и его окрестности, военнослужащие ВСУ взрывали и разрушали важные административные здания. В эти дни и месяцы семья Данила, как и семьи его сверстников, находились дома в Лисичанске. Трагические события разворачивались на их глазах. Данил рассказывает, что от тяжелой реальности спасали книги. Прочел Льва Толстого «Война и мир». Я думаю, что такого отклика у обычных людей эта книга не вызовет, потому что они не видели этих событий. У них другое понимание всего этого. Они не способны прям в полной мере осознать это, если не побывали там. Дети из городов, которые восстанавливает наша республика, приезжают к нам погостить на каникулы часто. В прошлом году сюда приезжал 11 класс, там были уже мои одноклассники некоторые, и знакомые. Поэтому я здесь не чужой человек. В этот раз задача у Данила и 49 детей из подшефных городов Лисичанска и Рубежное серьезнее. Подготовиться, успешно сдать ЕГЭ и поступить в российский вуз. Я мечтаю, в принципе, о том, о чем мечтают другие люди. Это найти себя и реализовать свои возможности в полной мере. Иначе какой смысл жить, если ты ничего не делаешь и ничего не добиваешься?
А вот Роман пока не решил, куда будет поступать, но точно знает, что станет спасателем. И уже сегодня оценивает то, сколько сил вкладывает Татарстан в восстановление мирной жизни в его родном городе. Все меняют, все делают, все убирают, помогают. Людям дали работу, восстановление, сами местная работа появилась. Это уже какие-то деньги. На встрече с министром образования и науки республики ребята говорили и о многонациональном Татарстане, и о мерах поддержки, которые оказывает и готов оказать регион будущим студентам. Вот в этом году мы выиграли 441 стартап-студию. Это были студенты, у которых будущее, потому что студенты, они как предприниматели, выиграют 1 000 000 рублей. Значит, получается 441 миллионер у нас в этом году. Приезд в Татарстан для этих ребят огромная возможность состояться во взрослой жизни. Но без тех, кто поддержит и направит, это реализовать невозможно. Добрый день, Елена Ефимовна. Пишут вам с большой благодарностью родители лисичанских студентов-первокурсников. И потому не меньше волнения сегодня испытывают и учителя, и преподаватели. Честно, я как будто бы вот своего родного человека это письмо получила. Для меня это тоже было важно. Опыт, который активно развивается в Республике Татарстан сегодня, уже завтра принесет новые результаты. Я должна сказать, что это уникальный опыт. И раз второй год он тиражируется и продолжается, значит, он нужный. И я благодарна и правительству республики, и Раису республики за то, что этот проект, это дело доверит второй год Казанскому федеральному университету. Преподаватели, которые сопровождают детей из ЛНР в Татарстан, даже не скрывают чувств радости за своих воспитанников. Спасибо Татарстану, что даете детям нашим такую возможность. Мы верим, что у них с вашей помощью все получится. Ну а в том, что все получится, здесь никто не сомневается. Будем вместе работать, я думаю, все у нас получится. И тем более, действительно, ребята поддерживают связь и с предыдущей группой уже выпускников и студентов. И у нас происходит постоянное взаимодействие как и с родителями, так и с администрацией. В Елабуге созданы все условия для проживания детей. Тут вообще близко, минут 5 максимум идти. Девочки проводят нам экскурсию. Когда мы открыли шкафы, там уже висела наша форма, мы удивились. И эти мягкие игрушки, которые приехали с ними за 1000 километров от дома, еще раз напоминают о том, что детские мечты должны сбываться. Роман – коренной житель Лисичанска, гражданин Российской Федерации. По-другому он себя и не видит. А его старший брат ушел добровольцем на СВО, а мама и папа всегда знали, что их дети будут жить в России. Новый год, 9 мая, все парады, все это мы по телевизору смотрели. Новый год – это часть разницы между Украиной и Россией, был. И мы постоянно смотрим сначала Владимира Владимировича Путина, а потом уже... Сегодня у парня есть мечта, и он так же, как и все его близкие, каждый день идет к этой мечте. Я мечтаю, чтобы скорее закончилась специальная военная операция, чтобы было все хорошо. Алина Сулейманова, Андрей Ключников, 7 дней.